конце 20 века в силу политических и экономических событий, в условиях бурно растущего мирового экспорта, Россия все сильнее ощущает нехватку портовых мощностей по переработке навалочных грузов, что оказывает негативное влияние на экономику угледобывающей и морской державы, коей является Россия. Страна располагала хоть и мощным, но одним угольным терминалом «Восточный» на Тихом океане, что не обеспечивало диверсификацию российских экспортных грузопотоков и независимость от политики сопредельных государств. Необходим был независимый выход на европейский и американский рынок угля, что позволяло бы российским компаниям самостоятельно проводить транспортную политику, контролируя все этапы доставки груза от производителя до потребителя. В связи с этим было рассмотрено несколько вариантов решений этой проблемы. Самым перспективным оказалось строительство морского порта в районе поселка Усть-Луга, в Кингисеппском районе Ленинградской области, на южном берегу Лужской губы Финского залива. Лужская губа впадает в южный берег на 20 километров. Удаленность от Санкт-Петербурга по судовому ходу составляет 130 километров. Угольный терминал входит в состав проектируемого транспортно-технологического перегрузочного комплекса в Лужской губе. В 2002 году в проект вступила компания «Кузбасс-Разрез-Уголь». Новый инвестор приобретает 45% акций ОАО «Ростерминал-Уголь», а в 2003 году 73%, что позволяет уже весной 2006 года вывести комплекс на проектную мощность. Акватория порта позволяет принимать суда дедвейтом от 5000 до 65 тысяч тонн, проектная осадка у причалов от 14 до 16 метров. Основное технологическое оборудование угольного терминала немецких фирм Mantagраф, GMSX и ThyssenKrupp. Проектная мощность комплекса 4 миллиона тонн в год, а по оценке независимых экспертов до 8 миллионов тонн. В состав угольного комплекса входят вагоноопрокидыватель тандемного типа на 2 вагона, судопогрузочная машина, комбинированные штабели-укладчики «Стакер-Реклаймер», угольные дробилки, трансбордер-перестановщик порожних вагонов, система ленточных контейнеров, магнитная очистка угля, система очистки воздуха в местах пересыпки угля и в станции разгрузки вагонов. Мощность 170 тысяч кубических метров в час. Наличие данного оборудования подразумевает несколько вариантов работы комплекса. Выгрузка вагонов через вагоноопрокидыватель и подачу угля на склад через комбинированный штабелеукладчик «Стакер-Реклаймер». Забор угля из штабеля комбинированным штабелеукладчиком и его подача через систему ленточных конвейеров на судопогрузочную машину. Выгрузку вагонов через вагоноопрокидыватель и подачу угля прямым вариантом на судопогрузочную машину. Производительность каждого механизма технологической цепочки составляет до 3500 тонн в час. Гарантированная скорость погрузки судов составляет до 30 тысяч тонн угля в сутки, в зависимости от технической характеристики судна. Вместимость склада – 500 тысяч тонн единовременного хранения угля. Aufspüren und entfernen und auch mechanischer Probennehmer, dessen Zweck es ist, Proben zu entnehmen und die Qualität der Kohle prüfen zu lassen. Das Kohlebrechersystem ist im Komplex auch vorgesehen. 2 Brecher mit der Leistung von 1800 Tonnen pro Stunde. Alle diese Anlagen verbessern die Qualität der Verladeproduktion und erhöhen deren Wert. Während der Projektrealisierung wurden prinzipiell neue, für Russland technologische Entscheidungen angewendet. Das System der Umsetzung von leeren Waggons mit Hilfe der Verschiebebühne, der Einsatz von Stacker-Reclaimern für das Aufstapeln der Kohle oder deren Entnahme aus der Halde und die Durchförderung zum Schiffsbelager, was die Kapitalintensität der Ausrüstung vermindert und den Anwendernutzen erhöht. Der Kohleterminal befindet sich in der Klimazone mit der Temperaturdifferenz von +25 bis -25 Grad
Grad Celsius. Um ein kontinuierliches Abkippen von Waggons in der Winterperiode zu gewährleisten, wird eine Vorrichtung für das Entfrosten von Waggons eines Durchgangstyps aufgrund der Anwendung von Infrarotlicht benutzt. Das lässt Waggons durch die Wärmehalle gleich zum Waggonkipper führen. Für das automatische Steuerungssystem des Komplexes wird das Programm Simatic der Firma Siemens eingesetzt. Bau und Betrieb des Bauobjektes, das in der Wasserschutzzone liegt, sind möglich nur bei der Anwendung von technischen Lösungen, die eine Umweltverträglichkeit gewährleisten, was auch Konzeptionsgrundlage und Hauptforderungen der Umweltpolitik OAO Rostterminal Ugol ist. Deswegen betreffen mehr als 10% vom Gesamtwert des Komplexes die Lösung der mit der Ökologie verbundenen Fragen. Es wird auch eine Ökologieprüfung durchgeführt. Ein stabiler Betrieb vom Kohlenterminal wird von einer Belegschaft mit etwas mehr als 300 Personen gesichert. Es sei auch hervorgehoben, dass 50% der Mitarbeiter der Firma über eine technische Hoch- und Berufsausbildung verfügen. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter beträgt 20 bis 35 Jahre. Die Realisierung vom Bauprojekt und die Inbetriebssetzung vom Kohlenterminal Ust-Luga ist ein hervorragendes Beispiel der privaten staatlichen Partnerschaft. Der Staat, vertreten durch PRO Rossijski Železnice Dorogi, hat komplett den Eisenbahnbestandteil sichergestellt. Und Verkehrsministerium, vertreten durch Rosmor-Port, hat alle notwendigen Arbeiten ausgeführt, die mit der Sohlenvertiefung des Zufahrtskanals, des Wendekreises, des Seeraums und der Terminalpiere verbunden sind. Es wurde auch ein modernes Schiffsleitsystem eingesetzt. Staatliche Unterstützung lässt die Investitionsbelastung des Projektes wesentlich reduzieren und die Termine dessen Realisierung vermindern. Der Besuch des Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, Anfang 2006 hebt noch einmal eine riesige Bedeutsamkeit des Kohlenterminals Ust-Luga für Russland hervor. Силы перевозчиков не будем загонять. Но для того, чтобы перевозчики сюда пришли, нужно изначально стремиться к такому результату, который был достигнут в работе по угольному терминалу. Zurzeit sind 2 Ausbaustufen des Kohlenterminals gebaut und verladen erfolgreich Kohle aus dem Kusbass nach Schweden, Finnland, Deutschland, Dänemark, Belgien sowie England, was einen mächtigen Impuls der sozialwirtschaftlichen Entwicklung von wenig erschlossenen Regionen Russlands gibt. Das Baugeschehen ist noch nicht abgeschlossen. Im Jahr 2008 plant OAO Rostterminal Ugol die 3. Ausbaustufe abzugeben, die die Leistungsfähigkeit bis 15 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr führen lässt, was die Norm von westlichen Häfen wesentlich übersteigt. Терминал в морском торговом порту Усть-Луга на сегодняшний день является современнейшим предприятием в части автоматизации выполнения всех задач, которые необходимы для наших клиентов. Мы готовы сегодня к выполнению всех поставленных перед нами задач и обеспечить нормальную работу угледобывающих предприятий России. И с нашей точки зрения мы сегодня способны конкурировать со всеми портами Северо-Запада и Европы по перегрузке угля для всех клиентов, которые работают с территории Российской Федерации.